Добрый день, уважаемая аудитория. Тема нашей сегодняшней беседы – фонетические особенности осетинского языка. Но прежде чем перейти непосредственно к теме, хотелось бы сделать несколько необходимых, на мой взгляд, вводных замечаний. Во-первых, в рамках одной беседы охватить особенности всех говоров и диалектов невозможно в силу ограниченности во времени. Поэтому сегодня речь пойдет только об особенностях фонетики иронского диалекта. Во-вторых, поскольку наша беседа носит все-таки не чисто научный, а научно-популярный характер, то я представлю вам сегодня наиболее интересные, на мой взгляд, моменты осетинской фонетики и попробую показать, как решаются те или иные спорные вопросы фонетики осетинского языка с помощью современных средств анализа речи. Ну, теперь перейдем непосредственно к теме и начнем с того, что же такое, собственно, фонетика. Фонетика – это лингвистическая дисциплина, которая изучает звуки речи, интонацию, мелодику, слоги и звуки речи различной протяженности, от слова, начиная от слова и заканчивая фразой. Но в отличие от других лингвистических дисциплин, фонетику интересует не только роль объекта в речи, не только то, какую роль играют звуки в речи, но и то, какова их материальная природа. И исходя из этого принято исследовать звуки речи с 4 аспектов, о которых необходимо сказать, чтобы вы понимали в дальнейшем, о чем пойдет речь. Первый аспект фонетических исследований – это артикуляторный или физиологический аспект, и в рамках этого аспекта изучается то, какие органы речи участвуют в произнесении того или иного звука. Конечно, когда мы общаемся на своем родном языке, то необходимости знать, какие органы речи и как работают при произнесении того или иного звука, у нас не бывает. Если вы спросите любого носителя осетинского языка, как артикулируется тот или иной звук, вы просто поставите его в тупик, потому что он не сможет вам ответить на этот вопрос. Но как только возникает необходимость научить кого-то говорить по-осетински, человека, который никогда не сталкивался с осетинским языком, то вот здесь как раз-таки и возникает необходимость объяснить ему, как его органы речи должны работать, чтобы правильно произнести тот или иной звук в осетинском языке. Это первый аспект исследований фонетических, физиологический. Анатомо-физиологический он называется, или артикуляционный. Второй аспект фонетических исследований – это акустический аспект, или физический он еще называется, и он связан с тем, что звук речи человеческой, точно так же, как и любой другой звук, это явление физическое, это волна, это колебание воздуха. Это колебание возникает в результате того, что у нас начинают колебаться расположенные в гортани голосовые связки. Если бы не было голосовых связок, была бы невозможна вообще артикуляция звуков, мы бы не слышали ничего. Колебание воздуха, возникает волна, и вот эта волна, как физическое явление, имеет свою длительность, частоту, свою амплитуду колебания, и все это выражается определенной физической величиной, и все это возможно измерить с помощью современных компьютерных средств. Но для чего это надо? Приведу вам пример. Например, все вы знаете, что в среднем, если брать женские голоса, сравнивать с мужскими, то женские голоса звучат в среднем намного выше. Я говорю в среднем, потому что есть женщины с низкими голосами, есть мужчины с высокими голосами, но в среднем женские голоса звучат выше, чем мужские. С чем это связано? Это связано с тем, что у женщин голосовые связки в среднем короче, чем мужские. А из физики, я не знаю, помните вы или не помните, но чем короче волна, тем больше колебаний в единицу времени она совершает. А вот как раз-таки количество колебаний в единицу времени – это и есть та частота, та высота, которую мы воспринимаем на слух. Следующий аспект фонетических явлений – это аспект чисто фонологический или функциональный. Вот здесь уже исследуется, какую роль то или иное фонетическое явление играет в языке. И здесь возникает интересный момент, связанный с тем, что одно и то же фонетическое явление в разных языках может по-разному трактоваться.
Опять-таки, чтобы вам было понятнее, приведу пример с палатализованными. Палатализованные – это смягченные, мягкие согласные в осетинском языке и в русском. Все вы знаете, это изучают сейчас в младших классах школы, что в русском языке есть мягкие согласные и есть твердые согласные. Как определить, и является ли данное фонетическое явление, в частности, палатализованные согласные, отдельными фонемами или не являются? В русском языке всем нам хорошо известны такие пары слов, например, как мел и мель, или ток и тек. Давайте подробнее рассмотрим, чтобы было вам понятнее, вот такую пару слов – ток и тек. Если вы посмотрите на написание данных слов, то они будут различаться только гласными буквами. В слове «ток» у нас гласный «о», в слове «тек» у нас гласный «ё». Но на самом деле, когда мы говорим о фонетике, мы должны отталкиваться не от букв, а от звуков. Для нас самое важное – звуки. Так вот, слова «ток» и «тек» на самом деле различаются тем, что в слове «ток» «т» твердый, не палатализованный, а в слове «тек» «т» мягкий, палатализованный. А гласные там, может быть, это для вас будет открытием, но гласные там совершенно одинаковые. И в том, и в другом случае у нас в обоих словах гласный «о». Также обстоит дело с буквами «ю» и «у». Это просто разные буквы, но гласные за ними стоят абсолютно одинаковые. «Ю» у нас просто свидетельствует о том, что перед ним, перед буквой «ю» мягкий, палатализованный согласный, а перед буквой «у» не палатализованный согласный. И в русском языке можно найти еще массу таких примеров, и такие примеры, такие пары слов, противопоставленные только тем, что в одном слове твердый согласный, а в другом слове мягкий согласный, и при этом это совершенно разные в смысловом отношении слова. Так вот, в русском языке таких пар слов можно найти очень много. И именно это и позволило выделить палатализованные согласные в русском языке в разряд самостоятельных фонем, потому что у них функция в языке такая. Они служат для развлечения слов. В осетинском языке ситуация другая. В осетинском языке мы не сможем найти ни одной такой пары слов. Это не значит, что в осетинском языке нет палатализованных согласных. Они есть, но они встречаются только в определенной позиции, а именно они встречаются в позиции перед гласными «е» и перед гласными «и». И ни в какой другой позиции они встречаться не могут. Например, возьмем слово «дон», где у нас «д» твердый, и слово «дин», где у нас «д» мягкий, потому что после него стоит уже гласный «и». Это нормальное явление, и это явление можно считать универсальным. Смягчение согласного, если за ним следует гласный «и» или «е». Такое явление встречается в большинстве языков мира. Но в осетинском языке, повторяю, несмотря на то, что палатализованные согласные есть, они не служат для развлечения смысла слов. У нас нет пар слов, в которых бы твердые и мягкие согласные противопоставлялись. Поэтому в осетинском языке палатализованные согласные – это просто варианты соответствующих непалатализованных согласных в определенной позиции. И вот здесь возникает еще одна интересная, на мой взгляд, особенность осетинского языка. Все вы замечали, наверное, что люди старшего поколения, хорошо владеющие еще осетинским языком, когда говорят по-русски, они произносят русские «ш» и «ж» в позиции, когда после них стоит «и», произносят смягченно, палатализованно. То есть они будут произносить, например, не «жизнь», а «жизнь», не «шила», а «щила» и так далее. Почему так происходит? Так происходит не потому, что осетины не способны произнести твердые согласные, а просто потому, что в осетинском языке всегда, когда после «ш» и «ж» стоит «и» или стоит «е» в каких-то словах, то всегда согласный, любой, какой бы ни стоял перед этими гласными, согласные всегда смягчаются. Таковы правила, это особенность осетинского языка. А в русском языке, вы знаете, и мы это проходили еще, опять-таки, в первых классах школы, «ши» и «жи», несмотря на то, что мы пишем через «и», произносятся всегда твердо, потому что «ш» и «ж» в русском языке всегда
твердые. Так, кстати, обстоит дело, например, и в немецком языке. Ш не может быть никогда мягким. Он всегда твердый, даже если после него стоит гласный И. Вот это такая особенность осетинского языка. Ну и следующий аспект фонетических явлений, не менее важный, чем предыдущие, это аспект перцептивный. И можно сказать, что его роль очень велика в фонетических исследованиях. Перцептивный аспект изучает восприятие речи. И вот здесь очень важно, какую бы современную технику для исследования звуков речи мы не применяли, последнее слово в решении того или иного вопроса всегда все равно остается за носителями языка. Вот в этом заключается особенность перцептивного аспекта. То есть мы обращаемся к носителям языка, для нас важно, как они воспринимают то или иное фонетическое явление. Является ли для них это значимым, решающим, или это для них не играет никакой роли. Вот в этом заключается непосредственно перцептивный аспект. Перейдем теперь к тому, как осуществлялось непосредственно описание фонетических особенностей осетинского языка. И сразу хочется сказать, что прежде чем заняться исследованием какого-либо вопроса, надо проработать тщательно всю существующую научную литературу, чтобы выяснить, что нуждается в исследовании, в выяснении, в уточнении, а что уже хорошо описано, исследовано, и не надо на это тратить снова время. Надо понимать, но мало кто, к сожалению, это понимает, что даже за самым небольшим предложением в любом учебнике, в учебном пособии стоит всегда многолетний труд исследователей. Так, например, прежде чем написать, что в осетинском языке 7 гласных фонем, исследователями было обработано очень большое количество звуков, исследовано, обработано, произведены всякие разные замеры, и только после этого, после применения всех фонетических аспектов, о которых я говорила выше, только после этого все это вылилось вот в такое небольшое предложение, что в осетинском языке 7 гласных фонем. И сейчас, благодаря тому, что у нас есть современные компьютерные программы, позволяющие обрабатывать звучащую речь, на то, что раньше уходило порядка нескольких лет, сейчас уходит только несколько месяцев. То есть, конечно, благодаря современным компьютерным программам труд лингвистов, да и труд любых ученых, он стал намного легче и менее затратен по времени. Выбор темы исследования каждый раз тоже не должен быть случайным. Исследовать надо только то, что не исследовано или не доисследовано. Для того, чтобы описать фонетический строй осетинского языка, была тщательно проанализирована вся научная литература по фонетике и фонологии осетинского языка, и установлен круг вопросов, которые вызывают споры у исследователей осетиноведов. Сегодня назову лишь некоторые из этих вопросов. Ну, во-первых, это вопрос о фонетических характеристиках осетинского гласного «э». Во-вторых, это вопрос о согласных, об артикуляции согласных осетинских, которые на письме обозначаются посредством присоединения твердого знака. Вы знаете, что в осетинском языке 5 таких согласных. П с твердым знаком, Т с твердым знаком, Ц, П, Т, К, Ц и Ч с твердыми знаками. Специально сейчас просто пока не произношу данные согласные так, как они произносятся, потому что анализ литературы показал спорность данного вопроса именно с точки зрения артикуляции, с точки зрения того, как произносятся эти согласные, как они артикулируются. Третий вопрос – это артикуляция щелевых согласных, которые обозначены на письме в осетинском языке буквами «с» и «ж». Не русская буква «ж», да, «с» и «з», скажем так, если называть русскими буквами «с» и «з». И четвертый вопрос – это вопрос об артикуляции согласных, которые обозначены на письме русскими буквами «ц» и «дз». Как происходил анализ материала, что позволило прийти к определенным выводам? На первом этапе из словаря, из художественной литературы были отобраны слова, в которых все интересующие нас звуковые явления встречались во всех возможных позициях. Ну, для гласного нас интересовало отношение
к ударению, то есть нас интересовали и ударные гласные, и безударные гласные. Также для гласного важна была позиция в слове, в начале, в середине, в конце слова, и позиция со всеми возможными в осетинском языке согласными, соседство с другими согласными, со всеми, с которыми только возможно в осетинском языке. Для согласных, поскольку здесь не важна ударность, безударность, для согласных нас интересовали позиции начала, середины и конца слова. Вот отобранные таким образом слова затем предлагались для записи 9 нормативным носителям осетинского языка, дикторам, носителям осетинского языка. Конечно, в речи всех 9 дикторов наблюдались какие-то индивидуальные особенности, но тем не менее речь всех 9 дикторов являлась нормативной, соответствовала узуальному, нормативному, произносительному статусу осетинского языка. И после того, как дикторы начитали весь экспериментальный материал, с помощью специальной компьютерной программы, но в полуавтоматическом режиме происходила сегментация вот всех этих слов. То есть каждое слово у нас делилось на отдельные сегменты, на гласные, согласные, которые непосредственно нужны были для анализа. Не буду вас загружать излишней статистикой, скажу лишь, что всего было проанализировано порядка 4000 звуковых сегментов. Анализ проходил на осциллограммах, спектрограммах. Также мы, естественно, прибегали к помощи носителей языка. И что же у нас получилось в ходе решения вот этих 4 вопросов, о которых я сказала? По поводу гласного «ы» осетинского. Это тот гласный, который обозначается на письме буквой «ы», русской буквой «ы». Но вы же прекрасно понимаете, это слышно невооруженным ухом, что звучат русские «ы» и осетинские «ы» совершенно по-разному. И тем не менее в учебниках они занимают в трапециях гласных абсолютно одинаковую позицию. И здесь несколько слов необходимо сказать о том, что такое трапеция гласных, как она связана с тем, как произносится тот или иной гласный. Трапеция гласных – это некое условное обозначение того, какие органы речи и как работают при произнесении того или иного гласного. Трапеция, или в каких-то языках она изображается в виде треугольника гласных даже. Гласные, расположенные на левой стороне треугольника, это гласные, которые артикулируются передней-средней частью спинки языка. Гласные, которые расположены на правой стороне треугольника, артикулируются задней частью спинки языка. Но вертикальные линии на трапеции обозначают степень подъема языка в полости рта, насколько высоко язык поднимается в полости рта, или он вообще плоско лежит в полости рта и никуда не поднимается. В зависимости от этого мы слышим с вами разные гласные, поскольку язык по-разному работает при произнесении каждого отдельного гласного. Так вот, если исходить из того, что гласные осетинские «ы» и русские «ы» в трапеции или в треугольнике гласных мы видим, что в учебнике занимают одинаковую позицию, значит, мы должны это трактовать как то, что они произносятся одинаково. Но произносятся они по-разному. Возьмите любое осетинское слово и попробуйте вместо осетинского «ы» произнести его с русским «ы». И что у нас получится? У нас, например, получится вместо «тынк», у нас получится «тынк». И многие русские, когда говорят, пытаются говорить по-осетински, они именно так и говорят. Значит, осетинский «ы» чем-то все-таки отличается от русского. Акустически мы это слышим, а как это отражено в артикуляции? Вот как раз анализ осциллограмм и спектрограмм данного звука позволил сделать однозначный вывод о том, что осетинский «э» – это не гласный верхнего подъема. То есть при его артикуляции язык не должен высоко подниматься в полости рта, а он должен занимать среднее положение в полости рта. И вы легко это заметите сразу, вот эту разницу в подъеме спинки языка, если вы попытаетесь произнести осетинский «э» и русский «ы» друг за другом несколько раз, и вы почувствуете, как у вас вверх-вниз поднимается, опускается спинка языка. Таким образом была уточнена артикуляция вот этого гласного «э» осетинского. Здесь тоже дополнительно мы проводили перцептивный
эксперимент с привлечением носителей языка. Причем у нас основная группа была носителей осетинского языка, конечно же. Нам было интересно. Это гласный среднего подъема, среднего ряда. Он очень неопределенный. Он приблизительно в том же месте в трапеции гласных, что и гласный «а» осетинский. Это два осетинских гласных, которых нет в русском языке, да? «А» и «э». Было интересно, как слышат их носители осетинского языка, для которых эти гласные родные, хорошо известные, и как слышат их носители русского языка. Носители русского языка в данном случае выступали в качестве контрольной группы, скажем так. Интересные получились, ну, собственно говоря, так и можно было предположить, но интересные выводы. Носители осетинского языка легко, однозначно во всех позициях определяли и гласные под ударением, и без ударения. Во всех случаях они его очень правильно опознавали. А вот носители русского языка определить, что за гласные они слышат, не смогли. Перед ними стояла просто задача: прослушайте, причем каждый гласный несколько раз они могли прослушать. Прослушайте и запишите, что вы слышите, какой гласный вы слышите. Носители русского языка с этой работой не справились, что вполне логично, потому что этот гласный существенно отличается от соответствующего гласного русского языка. Соответствующего я говорю, потому что они обозначаются одной буквой на письме. Следующий вопрос, который требовал тоже своего решения, это вопрос об артикуляции осетинских согласных, которые обозначаются на письме прибавлением твердого знака. Хотя артикуляция этих согласных уже довольно хорошо описана была еще Миллером, тем не менее в некоторых учебниках можно и сегодня еще встретить такое описание их артикуляции, что это «п» с твердым знаком – это тот же самый «п», только произнесенный более сильно. То есть представьте себе, вы хотите выучить осетинский язык, и вам объясняют, что для того, чтобы произнести букву, звук, который на письме обозначается буквой «п» с твердым знаком, вам надо просто посильнее произнести «п». Вы понимаете, что на самом деле вам не удастся добиться того звука, который необходим. Всеволод Миллер описывал эти согласные как смычно-гортанные. Смычно-гортанные, то есть это согласные, у которых при основной смычке в полости рта дополнительно еще бывает смычка голосовых связок в гортани. С целью уяснения того, так ли это на самом деле, опять-таки был проведен анализ осциллограмм и спектрограмм слов, в которых встречаются все эти согласные. И что же выявил анализ этих спектрограмм и осциллограмм? Если смотреть на слова, в которых простые «п», «т», «к», простые смычные, без твердого знака, то что мы имеем? Смычный согласный – это согласный, произнесенный путем смыкания органов речи. Органы речи смыкаются. Если это глухой согласный, то в момент смычки мы ничего не слышим, у нас акустически ноль звука, и только в момент размыкания, взрыва этой смычки начинается непосредственно сам согласный, и далее следующий за ним гласный звук. Что мы увидели на спектрограммах и осциллограммах смычно-гортанных согласных? Мы увидели, что после того, как основная смычка размыкается, происходит взрыв основной смычки, у нас все равно на протяжении определенного времени еще чистая линия, у нас ноль, акустически ноль звука, и только потом, спустя какие-то миллисекунды, у нас начинается следующий за этим согласным гласный. Это мы увидели в акустике, на осциллограммах и на спектрограммах. Что за этим может стоять артикуляторно? Артикуляторно вот такой ноль звука на осциллограммах и на спектрограммах может соответствовать только смыканию голосовых связок. Это значит, что голосовые связки сомкнулись, и поэтому нет никакого звука абсолютно. И следующий гласный начинается спустя какое-то время с размыкания голосовых связок, и поэтому эти смычно-гортанные согласные, собственно говоря, такие резкие, абруптивные, что у них вот такое резкое завершение, и следующий гласный начинается очень резко. Таким образом был решен вопрос об артикуляции смычно-гортанных согласных. И говоря о смычных согласных, здесь сразу хочется сказать еще об одной фонетической особенности осетинского языка.
В частности, о глухих и о звонких смычных. Они отличаются от соответствующих смычных русского языка, потому что осетинские глухие смычные, речь идет о смычных п, т, к, они всегда в любой позиции очень придыхательны. То есть взрыв данных согласных сопровождается большим шумным выходом воздуха, это и есть придыхание. А звонкие согласные б, д, г, они не полнозвонкие. Что это значит неполнозвонкие? В отличие, опять-таки, от русских звонких гласных, которые полнозвонкие. Это значит, что голос появляется у этих согласных, у звонких согласных в осетинском языке, только в самом конце, непосредственно уже перед взрывом смычки. А вот в тот момент, когда сама смычка у нас происходит в том или ином месте речевого тракта, у нас не слышно вообще ничего, точно так же, как и у глухих согласных. И здесь нам было, после того, как мы установили этот факт, подтвердили его, вернее, подтвердили, потому что об этом в свое время в середине прошлого века говорила еще Соколова. Она проводила экспериментальные исследования, и она тоже говорила о том, что осетинские смычные придыхательные, осетинские звонкие неполнозвонкие. Получилось, что время идет, а согласные у нас все такие же. Смычные очень сильно придыхательные, звонкие и неполнозвонкие. И тогда нам интересно было узнать, а как воспринимается это носителями языка? Что для них при восприятии важно услышать? Придыхание или отсутствие и наличие голоса? Опять был проведен перцептивный эксперимент с привлечением носителей языка, и им для опознания предъявлялись нормальные согласные и модифицированные согласные. Нормальные согласные – это те согласные, которые были выделены непосредственно из слов, в которых они встречаются. А вот модифицированные согласные – это согласные, у которых, опять-таки, с помощью специальной компьютерной программы, у глухих смычных мы отрезали придыхание и добавляли это придыхание просто к звонким смычным. Просто вставляли. И нам было интересно, как будут воспринимать вот такие модифицированные согласные носители осетинского языка. И анализы данного эксперимента подтвердили, что все-таки для носителей осетинского языка важна не придыхательность согласного, чтобы он был определен как глухой, а именно отсутствие вообще, отсутствие голоса, то есть вибрации голосовых связок. И нормальные согласные глухие, и модифицированные, они однозначно всеми носителями языка воспринимались именно как глухие. А звонкие согласные, даже те модифицированные, которые мы при дыхании добавляли, они все равно воспринимались как звонкие. Значит, для носителя языка важно услышать вот именно даже то, пусть минимальное, но участие голоса в согласном, чтобы он был воспринят как звонкий. Следующий вопрос, который мы решали, это вопрос о произнесении согласных, которые обозначены на письме буквами «с» и «з». Вот здесь в литературе, в научной, царит, конечно, такое же, наверное, разнообразие, как и в реальной речи, если посмотреть, как произносятся эти согласные в разных говорах и диалектах. Но сегодня мы говорим об иронском диалекте. Так вот, описываются они в литературе как согласные средние между «с» и «ш», средние между «з» и «ж». Какие-то такие средние согласные, которые, честно говоря, даже трудно произнести. Понятно, как произнести «с», понятно, как произнести «ш», а как произнести согласный средний между «с» и «ш». Это довольно-таки трудно. Опять-таки, мы обратились к мнению носителей языка. Если эти согласные действительно представляют собой нечто среднее, то носители языка, наверное, будут воспринимать их то как «с», то как «ш», то еще как-то, может быть, непонятно. Однако проведенный эксперимент позволяет однозначно сказать, что никакие это согласные не средние, а что это нормальные, двухфокусные, щелевые «ш» и «ж». Аналогичные русским. Почему я говорю аналогичные русским согласным? Потому что, опять-таки, у нас в качестве контрольной группы выступали носители русского языка. Если бы эти осетинские согласные отличались от русских, то носители русского языка затруднялись бы в их восприятии. Однако этого не произошло. И носители осетинского языка, и носители русского языка однозначно записали, что они слышат на месте
произнесенных согласных согласные «ш» и «ж». Ну и последний вопрос, который я хочу представить сегодня вашему вниманию, это вопрос о реализации согласных, обозначенных на письме буквами «ц» и «дз». Если мы откроем учебники, учебные пособия по фонетике осетинского языка, то мы увидим, что эти согласные помещены в раздел «африкат». Что такое африкат? Африкат – это сложный звук, артикуляция которого начинается со смычки и плавно, но быстро переходит в щель. Есть африката «ц» в немецком языке, но вот в осетинском языке в разделе «африкат» в учебниках можно встретить африкаты «ц» и «дз». Опять-таки материал был предложен для восприятия носителям осетинского языка. В ходе такого перцептивного эксперимента по восприятию, нам удалось установить, что во всех случаях, когда у нас в слове африката, буду говорить буква, потому что все-таки это не африкатное произнесение, когда у нас в слове буква «ц», то, что произносили нормативные дикторы, это щелевой согласный «с». А то, что было произнесено на месте орфографической «дз» буквы, было воспринято носителями языка однозначно как щелевой согласный «з». Таким образом, буквы «ц» и «дз» не являются отражением африкатного произношения данных согласных. Сегодня, в настоящий момент времени. Раньше оно, конечно, было по-другому. Но это не значит, что африката «ц» вообще исчезла в осетинском языке. Она сохранила свое африкатное произношение, но только в том случае, когда мы имеем на письме удвоенную букву «ц». Вот удвоенная буква «ц», но здесь надо сказать, что и это даже не во всех случаях. Так, например, если мы вспомним, что при прибавлении приставки «н» первый согласный глагола удваивается, и посмотрим на глаголы, которые начинаются с согласного «ц», то мы увидим, что если в исходном слове ударение падает не на первый слог, то при прибавлении приставки «н» у нас в произношении не африката, а щелевой. То есть, например, «савн» ударение падает не на первый слог, на второй. Прибавляем приставку «н», «ц» удваивается, но в произнесении у нас остается как раз-таки африката «нцаван». Если же у нас в исходном слове ударение падает на первый слог, например, «синканан», сложный глагол, да, «синканан», у нас опять-таки в написании первое «ц», при прибавлении приставки «н» удваивается, но в произнесении у нас будет «насинканан». То есть даже там, где у нас удвоенная африката «ц» на письме, не везде мы имеем африкатное произношение. Ну и заканчивая сегодняшнюю беседу, я хотела бы вам сказать, что если вас заинтересовала тема беседы, то вы можете обратиться к учебнику «Ирон Нахаш», в котором все фонетические особенности осетинского языка очень хорошо изложены. Этот учебник есть в открытом доступе в интернете. Спасибо за внимание.